В Республиканской специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернат 14 октября состоялась церемония торжественного открытия уникального спортивного зала для детей с ограниченными возможностями здоровья общей площадью зала 837 квадратных метров. Одновременно здесь можно заниматься волейболом, баскетболом и вольной борьбой. Спортивный зал построен по инициативе директора организации Марии Старостиной по самым современным стандартам и требованиям для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня, 14 октября, сдан спортивный зал в нашей школе. Этот зал, конечно, мы ждали давно, скажем, несколько лет. Наши дети очень спортивные. Они занимаются всеми видами спорта. Вольная борьба, баскетбол, волейбол, плавание. И специализированные виды спорта для наших детей. Это голбол, шоу-даун, дзюдо и многое другое. То, что делается нашим правительством, нашим Министерством образования для наших детей, это тот долг, который мы отдаем перед ними. Дети наши должны жить в великолепных условиях. Они живут, все эти условия у нас есть. Ежедневно в новом спортивном зале планируется проводить учебно-тренировочные занятия среди слепых, слабовидящих и слабослышащих учащихся, а также для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Министр образования Республики Феодосия Габышева горячо поздравила учащихся и коллектив школы с историческим событием и вручила государственные награды педагогам организации. От имени Министерства образования Феодосия Васильевна вручила директору Республиканской школы-интернат сертификат на сумму более 600 тысяч рублей для приобретения спортивного оборудования. На торжественном открытии нового школьного спортивного зала прошло чествование чемпионов школы. В почетном круге зал приветствовал 41 чемпиона по различным спортивным направлениям. Учащиеся школы регулярно занимают призовые места в спортивных соревнованиях международного, российского и республиканского уровня. Мы являемся участниками открытия замечательного, светлого, просторного, уютного, отвечающего всем современным требованиям спортивного зала. Ребятишки и без этого помещения, занимаясь в приспособленном помещении, достигали определенных спортивных высот даже на всероссийском и международном уровне. А с открытием этого объекта, конечно же, это позволит на более качественный уровень поставить физкультурно-оздоровительную работу для детей из данной категории. Учителя уверены, что с открытием нового спортивного зала мотивация учащихся на занятия спортом станет еще выше. Следовательно, побед и наивысших наград на спортивных соревнованиях будет больше. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.